приобрели в Узбекистане. Да. В Татарстане Михаил Петровский не первый раз, а вот Булгарскую исламскую академию видит впервые. Востоковеду показали библиотеку, музей рукописи, учебные классы, молельню и спортивные комнаты. Это потом, во время встречи со студентами, скажет, что жалеет, что не увидел открытия академии, которая находится в самом сердце страны, где в России зарождался ислам. Находитесь в Булгарии, находитесь в историческом памятнике, куда ислам пришел первым на территории России, памятник, который знаменит, замечателен, важен для самосознания народов, живущих того, для самосознания татарского народа, для самосознания российских мусульман. Большой специалист по востоковедению и арабист прочитал небольшую лекцию студентам академии и подарил 2 книги: перевод арабского издания о хаджи и свою книгу «Исторические передания Корана». А ведь он знает не только ислам, и многие другие религии, и вообще касается всей палитры мировой культуры, цивилизации, диалога их. Тут только, я считаю, это начало, и очень хорошее начало той большой работы, и мы в этом будем нуждаться. Встреча вызвала большой интерес у самих студентов. Многие знакомы с работами профессора, задавали вопросы и уверены, что это не последняя встреча со знаменитым ученым в стенах академии. Очень интересно и увлекательно, и нужно, очень полезно для всех мусульман, в том числе для развития мусульманской уммы. Важно, чтобы они обучались методологии, методике, критическому осмыслению источников. Это могут дать вот крупнейшие российские исламоведы, востоковеды. Уже в ближайшем будущем в Булгарской исламской академии ждут ведущих профессоров и исламоведов Москвы и Санкт-Петербурга. За 3 года магистерских программ они будут читать не просто короткие лекции, а ожидается, что будут спецкурсы для более глубокого изучения материала. Нияз Рахман, Марат Саидгараев, ТНВ, Булгары.